Всем привет! Традиционные итоги недели. Давайте так, это не расследование, а личный анализ ведущих. И да, наши ведущие дают оценки, основываясь на своем личном опыте и собранной информации. На прошлый выпуск нашего руководителя Болота Темирова очень сильно отреагировали. Более того, использовали такие выражения в отношении выпуска дословно провокационным расследованием. Ну, собственно, с этого и начнем. Вот вам отрывок из прошлого материала. Но давайте послушаем, какие требования выставляются директорам. Отвечая на вопросы, замминистра сказала, что кандидатам предъявляются минимальные требования: высшее педагогическое образование и опыт работы на административных должностях в учреждениях образования 7 лет. И Министерство образования опровергает слова своего же замминистра. Ну и вот их претензия. В положении, утвержденном министерством, говорится о необходимости высшего педагогического образования и беспрерывного в течение 7 лет опыта работы в соответствующей сфере. Положение ранее было опубликовано на сайте Министерства образования и науки. Следовательно, проработавшие 7 лет учитель, завуч или работающий директор тоже могут участвовать в этом конкурсе. Для всех предусмотрены одинаковые условия. Это был формальный повод для того, чтобы написать вот это. Поэтому призываем не верить провокационным расследованиям, направленным на введение общественности в заблуждение, и предлагаем сотрудникам канала Темиров Лайв ознакомиться с официальными документами. Даже ошибка, причем ошибка их же замминистра, ничего не меняет. Учителя ли, или завучи, директора или сотрудник Министерства образования, все равно. Ну, разве это реформа? Все те же люди тусуются из одной корзины в другую. Реформа, в моем понимании, это обновление, это что-то новое. А это просто смена людей на лояльных или угодных. В любом случае, Темиров Лайв готов встретиться с любым из Министерства образования и подискутировать на тему реформы. Но важно не это, а то, как ведут себя министерства, глава Кабмина, председатель ГКНБ или сам президент. Люди, у которых кроме самого пиара ничего по сути нет, очень нервно реагируют на критику. Потому что рушится весь их образ, который они выстраивали зачастую при помощи обмана и уничтожения свободы слова. Как он постоянно врет, надо, не надо, казалось бы. Думаешь, ну вот здесь-то зачем врать? Нет, он врет уже в тех местах, где, казалось бы, это и не нужно. То есть это уже какой-то автоматизм. Такие воздушные замки легко распыляются. То есть, уверен в своих силах, работай, доказывай делом. Рано или поздно все поймут, кто чего стоит. Но нет же, надо уничтожить всех, кто сомневается и критикует. Пытаться манипулировать, оскорблять и даже угрожать. Мен мурда да эскерткем, азыр да эскертип коеюн. Кимдегим революция кылам деп митингке чыга турган болсо, гүлүн асманга сапырып жиберебиз. При этом Камчыбек Ташиев сам же себя противоречит. Говорит, что причин для революции нет. Ну нет, значит же не будет. А зачем тогда эта угроза? И один из аргументов, что революции не будет, это борьба с коррупцией ведется успешно. Якобы его ведомство вернуло в бюджет 8 миллиардов сомов. Почему якобы? Да потому что я уже его словам не верю. Тот же Джамгурчиев, став депутатом, опровергал, что заплатил какой-либо ущерб. Хотя тот же ГКНБ уверенно об этом писал. Да и вот маленькая деталь. Глава кабинета министров тоже не очень-то и уверен, что борьба с коррупцией ведется успешно. 30 жылдын ичинде Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүдө ар түрдүү иштер жүргүзүлдү. Бир катар чаралар иштелип чыкты, бирок ар кандай себептер менен жакшы жыйынтыктарды чыгара албай жатабыз. Натыйжада Кыргызстанда коррупция жашоо турмушубуздун көптөгөн тармактарында сакталып кала берүүдө, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Элдин наразычылыгы адилет, туура жана наразы болуп атканы болуп жатат. Ну, собственно, ему виднее. Потому что одно дело показательно надеть наручники на Раима Матраимова и тут же отпустить за 16 миллионов долларов. А другое дело найти офшорные компании, куда выводятся суммы во много раз больше.
Таким образом, у нас получилась вот такая графика в форме сердечка. Есть только косвенные связи Акылбека Джапарова с офшорными компаниями. Но чтобы расколоть это сердечко, дело за малым. Найти прямую связь Акылбека Джапарова с фирмой на Мальте. Но для того и существуют такие офшоры, чтобы это сделать было невозможно. Мы уже не раз уличали власти во лжи. На этой неделе мы показали обещанные президентом водяные скважины и водонапорные башни для села Таждубе. Это обещание было дано на президентских выборах 1,5 года назад. Ну, собственно, выполнено ли обещание или нет, наверное, уже догадываетесь. Но если нет, тогда посмотрите на нашем YouTube-канале. мындай катуу жаза анчалык болбой жатат. Катуу жазаны мен сизге айтып атам, бул жумуш убактысынан кийинки учурларда болгон. Эми биз сага соттук эмеге кийлигишпейбиз. Милиционер жумуш убактысында зордуктай берсе болобу? Эми сиздин оюңузча. Жок, сиз жумуштан сырткары сизге антип айта албайм. Милиция кызматкерлери өзүнүн жумуш убактысынан кийин каяка барып атканын мага же болбосо жетекчисине айтпайт. Мисалы үйүнө кеттим деп кете берет да. Биз эми ар биринин аркасынан издеп жүрмөк белек каякта жүргөнүн. Мен жазасы тууралуу айтам. Факт аныкталды, жаза кандай жаза беришти? Аныкталды. Жазасын берет. Бүгүнкү күндө сот берет. Вот так министр внутренних дел комментирует дело об изнасиловании 13-летней девочки. И это ведомство, где есть присяга и даже спецдолжности по работе с личным составом. А в дисциплинарном уставе написано, глава 2. Обязанности начальника, командира, руководителя правоохранительного органа по обеспечению служебной дисциплины в целях обеспечения служебной дисциплины начальник, командир, руководитель правоохранительного органа обязан знать и анализировать состояние служебной дисциплины, морально-психологического климата в подчиненном подразделении, своевременно принимать меры по предупреждению нарушений служебной дисциплины сотрудниками, принимать меры по выявлению, пересечению и профилактике нарушений служебной дисциплины сотрудниками, а также причин и условий их совершения. То есть следить за морально-психологическим климатом. Это непосредственная обязанность руководителей. Если сотрудники нарушают законы, за преступления несут ответственность преступники, а начальник за плохую служебную дисциплину сотрудников. Но у нас коллективная безответственность на всех уровнях, даже если это записано в их обязанностях. Но это еще не все. Руководители двух ведомств дают совершенно разную статистику. Улан Язбеков хвастает. Количество преступлений за полгода этого года на 21 тысячу меньше, чем в прошлом году. То есть в 2021 году за полгода было зарегистрировано 43 тысячи преступлений, а в этом году 22 тысячи. А в начале года генеральный прокурор Курманкул Зулушев дает другую цифру. За весь 2021 год зарегистрировано 37,7 тысяч преступлений. И кто из них врет? Так преступления увеличились или уменьшились? А знаете, почему это происходит? Да потому что стат-данными легче манипулировать. Тут они и вовсе разнятся вдвойне. А когда указываешь на ошибки в данных, то могут обвинить во всех грехах. Нечего на зеркало пенять, раз рожа крива. На этом у меня все, и до новых встреч. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании.